И еще раз добрый вечер. Коробочка приехала из Твери. Одна из лучших типографий в России, Pareto Print, отпечатала книгу, к которой я имею прямое отношение. Несколько лет назад меня впервые пригласили в Чечню на кулинарный фестиваль. Я хотел было сначала отказаться, но потом подумал, неудобно как-то, и решил поехать. Когда я приехал в Чечню, мне сказали: знаете, Сталик, а вот у нас нет ни одной кулинарной книги. То есть чеченский народ есть, Чечня есть, а ни одной книги кулинарной нет. Может быть, вы поможете нам написать кулинарную книгу? Я согласился сделать это. И 2 года я ездил в Чечню для того, чтобы собрать материал для этой книги. Но я согласился при одном условии, что я не буду считаться автором этой книги. Здесь не написано Сталик Хамкишиев. Здесь написано «Кухня чеченского народа». Автор – чеченский народ. А я Сталик Хамкишиев. Фотограф, составитель и автор некоторых текстов. Я вскрываю книгу. Каждая книга запечатана в целлофан, потому что книги не дешевые и напечатаны на довольно дорогой бумаге. Обычно так принято. Волнуетесь? Я очень волнуюсь каждый раз, когда открываю какие-то новые книги, новые свои работы. Итак, подписчики моего канала знакомы с этим человеком. Адам Сатуев. Главный герой, можно сказать, нашей книги. К сожалению, его слишком рано не стало. Он не дождался выхода этой книги. Но теперь он навечно остался и в моем сердце, и в этой книге. И еще один очень важный человек для этой книги. Может быть, самый главный шеф-повар Чечни, а то и всего Кавказа, Хадиджат Мавлатова. Более половины рецептов в этой книге предоставила именно она. Она и готовила, а я фотографировал. И я записывал. Знаете, Чечня удивительно красивый край. Там живут очень удивительно сильные, мощные и при этом порядочные, добрые люди. Я познакомился с очень многими из них. Вы будете читать, узнаете Чечню с другой стороны. Не с той стороны, о которой нам рассказывали долгие годы отечественное телевидение, журналистика и так далее. Совершенно с другой стороны. Потому что не бывает народа, в котором все люди были бы одинаковые. Все люди разные. Но не бывает народа, который не объединен общей национальной чертой характера. И это кавказский народ. И это мусульманский народ. И здесь уже очень многое этим сказано. Вот семейная пара, которые просто находились по соседству, жили по соседству с нашей съемочной площадкой, пришли, познакомились, угощали нас без конца, помогали нам, делали все, что возможно. И я предложил им тоже сняться для этой книги, потому что Айшат, супруга теперь уже моего друга, она приготовила замечательные пирожки из кукурузной муки с черемшой. Опять Адам Сатуев. Черемша как один из главных специалитетов Чечни. Еще очень важный продукт для Чечни — это кукуруза. Чеченцы очень любят кукурузу. И вот как печки, которые используются для сушки кукурузы, как хранится кукуруза, как перемалывают кукурузу на водяной мельнице. То есть не только рецепты, но еще и о людях, еще и о жизни, еще и о природе Чечни. И о том, какой этот край по-настоящему. Знаете, говорят иногда: я с этим человеком пуд соли съел. Вот я теперь могу о себе сказать, что я с чеченцами съел пуд соли. И я знаю, какие это люди. И я знаю, какая у них кухня. Когда я начинал работу над этой книгой и говорил своим знакомым, что я вот начал работать над книгой о чеченской кухне, и многие чеченцы мне даже говорили, что какая книга?
какая кухня? У нас блюд-то мало, как ты напишешь книгу? И тогда я говорил, что, дорогие друзья, про французскую, про итальянскую кухню любой дурак книгу напишет. Ты попробуй написать книгу про чеченскую. Да еще такую, как мы сделали. Посмотрите, в очень многих рецептах вот здесь есть QR-код. Видите? И вот этот QR-код, если навести на него смартфон, открывает видео. То есть практически к очень многим текстам, которые здесь изложены, есть еще и видео о том, как это готовилось. Как это делалось на самом деле. Посмотрите, какие фотографии. Фотографии, технику, все я возил с собой туда по полной программе. У меня хороший опыт по написанию кулинарных книг. Я много кулинарных книг уже издал. И я вложил весь свой опыт. Почему? Потому что, когда я писал о моих родных кухнях, родных мне, узбекской, азербайджанской кухне, честное слово, я чувствовал немного меньше ответственности, чем когда я взялся помогать братскому чеченскому народу. Понимаете? Здесь я должен был сделать все просто на самом высоком уровне. Никак не меньше. Вот человек, который в горах сушит мясо. Чечня, наряду с Италией, где изготавливают пармскую ветчину, и наряду с Испанией, где готовят хамон. Один из немногих регионов в мире, где продолжают создавать вот такие продукты, как сушеное мясо. Понимаете, мясо, которое можно просто порезал и ешь. И это очень вкусно. Можно и готовить из него. Можно приготовить из него всевозможные блюда. Вот, например, посмотрите. Ведь не хуже, чем узбекское блюдо какое-то выглядит. К слову говоря, я для этой книги подготовил несколько своих рецептов. Дополнил ее несколькими своими рецептами. В каком смысле слова? Например, в Чечне очень любят плов. Вот фотография, как девушки подают плов. У нас есть на канале это видео, потом можете посмотреть. Я адаптировал плов под чеченскую кухню. Дело в том, что в Чечне должно быть, в любом блюде должно быть много мяса. Чеченцы не приемлют плов, когда в нем тут кусочек мяса, тут кусочек мяса. Необходимо много мяса. Вот этим джигитам надо много мяса. И плов я придумал другой рецепт, назвал его ногчи плов. Прочитайте, посмотрите. Плов, где можно взять килограмм риса и 5 килограмм мяса. Шашлык, а как без шашлыка? Вот ребята, водители наши, которые возили нашу съемочную группу, замечательные молодые люди, которых я попросил приготовить для нас шашлык, как они готовят. Еще раз, Адам, Зара. Все это теперь уже мои друзья, профессиональные повара, любители, вообще люди, которые не занимаются профессиональной кулинарией, но как-то умеют готовить. Я попробовал, а мне понравилось, понимаете. Вот в Чечне добывают очень много меда, получают очень много меда. Горы, хорошая погода, солнце, хорошие травы, хорошие цветы. Посмотрите, какая фотография с пасечником. Посмотрите, какая. Видите, какой вид. Одним словом, мне почему-то кажется, что эта книга будет интересна не только чеченцам, она будет интересна и другим представителям других кавказских народов, в частности, и братскому, и ингушскому народу, потому что блюда-то в основном пересекаются, называются по-разному. Но здесь жижи галнаш говорят, а здесь дул халтум. Но блюда одинаковые. Смотри на фотографии. Часть фотографий снимались вот здесь, в этой студии. Часть фотографий сняты там, в Чечне. Часть фотографий снимались где-то в домах у людей. Часть фотографий снимались в ресторанах. Но в результате я получил работу, с которой на следующий год обязательно поеду на международный конкурс кулинарных книг. И думаю, что эта книга будет по достоинству оценена. Тираж этой книги пока что небольшой, потому что сейчас все очень сильно подорожало. Все, что связано с деревом, в результате этой коронавирусной пандемии, очень сильно подорожало. И очень сильно подорожала бумага и картон. Многие типографии вообще разорились. И
цена этой книги не самая маленькая, но эта книга напечатана на самой лучшей из всех возможных бумаги, на самой лучшей типографии. В самой лучшей типографии. Это здесь не столько за наш труд заплатите, сколько за вот эту драгоценную бумагу. Но книга вас порадует вне всякого сомнения. Заказать эту и любые другие мои книги можно на моем сайте stalik.ru. Книга станет доступна к заказу через несколько дней. Буквально через несколько дней. Если вы принадлежите чеченскому народу, имеете отношение к чеченскому народу, то, конечно, эта книга обязана быть на вашей полке. Потому что это первая книга, изданная на бумаге, первая книга о чеченской кухне. И когда я работал над этой книгой, я осознавал свою ответственность, историческую ответственность перед этим народом, перед чеченцами и перед будущими поколениями чеченцев. Знаете, ведь когда-нибудь через 100 лет, через 200 лет кто-то откроет эту книгу. Люди будут изучать частичку материальной культуры, частичку материальной истории чеченского народа по этой книге. Будут смотреть, что ели чеченцы в 2020, 2021 году, 2022 году. И через 100 лет будут сравнивать, а как изменилась кухня. Как мы сейчас открываем старые русские книги и смотрим, что тогда ели, а что сейчас. Точно так же история чеченской кулинарии только начинается. Потому что в эту книгу поместилась ровно половина тех рецептов, которые мы собрали в Чечне. Так что это первая книга. Поздравляю чеченский народ и желаю ему всяческого благополучия. При этом хочу, чтобы появилась в скором времени и вторая, и третья книга. И вообще в России живет очень много народов. Чеченцы, татары, башкиры, удмурты. Простите, всех не перечислить. Сотни народов. Дагестан, сколько там народов. Кабардино-Балкария. Карачаево-Черкесия. Каждый народ заслуживает, чтобы о его национальной кухне была написана вот такая книга. Принимаю поздравления, потому что я принимал непосредственное участие в создании этой книги, чем очень горжусь. Спасибо за внимание.